Намеченный на середину декабря ввод в эксплуатацию первого в республике крематория вызвал у горожан неожиданно большой интерес. Причин этому несколько. Во-первых, высокая стоимость привычного вида ритуальных услуг. Во-вторых, полное отсутствие эстетики на местных кладбищах, где в силу нехватки земли захоронения располагаются буквально друг на друге, а территория традиционно имеет неухоженный вид. Третьей причиной положительного отношения к новшеству является сама возможность альтернативы, которой у якутян до этого никогда не было. Я очень рада, я как раз детям говорила, что меня надо кремировать. Да, я за, двумя руками. У нас под кладбище места не хватает. Мне кажется, даже никто не ухаживает, заброшенное все. Лучше крематорий. У человека должен быть выбор прежде всего, и у родственников должен быть выбор, как они хотят попрощаться со своим близким. И также я знаю, что это намного бюджетнее, чем похороны. Думаю, что это будет для некоторых лучшим способом. Потому что некоторые, например, хотят хранить, например, своих родителей дома, как, например, там в других странах. С соображений эстетики ложить прах, на нем посадить дерево и подходить к дереву и говорить, что разговаривать то же самое. Это очень даже замечательная идея. По предварительным оценкам, средняя стоимость кремации составит 30 тысяч рублей, что на первый взгляд выглядит вполне доступно. Однако не все относятся к открытию нового ритуального предприятия с симпатией. Представители ритуальных услуг, в особенности небольшие ИП, уверены, что крематорий станет помехой их бизнесу. Кроме того, ритуальщики считают, что ожидаемая низкая стоимость кремации – это иллюзия. Ведь в обещанные 30 тысяч не входят погребальные аксессуары и дополнительные услуги, которые будут приобретаться за отдельную плату, а это, вероятно, сравняет стоимость того и другого вида. Минимальная сумма похорон 35 тысяч. Могила стоит 17 тысяч, туда входит выкопать, сруб, опустить, закопать. Также гробы, они у нас стоят от 6,5 тысяч и выше. Одежду берут самостоятельно. Мы предлагаем катафалк, венки. Если не вдаваться в финансовые детали, сам объект обещает стать без преувеличения достопримечательностью города. Небольшое здание, построенное по современным технологиям, будет вмещать в себя траурный зал с возможностью проведения прощания с церемонимейстером, печь, которая сможет осуществлять до 20 кремаций в сутки, очистные сооружения, позволяющие свести уровень вредных выбросов к нулю. Прилегающая территория, по заверениям владельцев, уже весной будущего года будет облагорожена и озеленена. Весной 2023 года у нас начнется строительство парка памяти. Это парк колумбариев, когда человек после кремации может взять урну, он также может ее захоронить в землю, также может поставить ее именно в парк памяти в колумбарии. Это будет уже отдельная история, это будет отдельная плата. Но мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем, мы максимально все сделаем эстетично и красиво, чтобы человеку было, не то чтобы сказать, приятно, но чтобы человеку, чтобы не было вот такого, мнения, когда он приходишь на кладбище, там кресты в разные стороны торчат, нету дороги, мы максимально эстетично сделаем и все благоустройство, и сам крематорий. До открытия городского крематория остается не более 3 недель. Кроме горожан, услугами предприятия смогут воспользоваться и жители Улусов. Владельцы считают, что даже с учетом перевозок услуга будет востребованной. Ведь в 21 веке любой человек вправе выбирать, как ему отправиться в последний путь. Анна Пшенникова, Павел Пахомов, Якутск.